Добрый день, дорогие слушатели. Я вас приветствую. Я также приветствую наших уважаемых телезрителей. Продолжаем наши уроки истории. Сегодняшний урок посвящен истории Золотой Орды. Об этом государстве мы начали говорить с вами на прошлой неделе. Сегодня поговорим о культуре этого государства, общественно-политическом устройстве. Поговорим о наследниках этого государственного образования. Итак, мы с вами остановились на том, что в 1266 году, после смерти Берке, одного из самых крупных политических деятелей, правителей этого государства в ранний период, к власти приходит Менгу Тимур. Вот особенно период правления Менгу Тимура известен тем, что именно в этот период в Золотой Орде начали чеканить собственные златоордынские монеты от имени уже златоордынских правителей, а это не что иное, как уже полная независимость государства. То есть мы можем смело сказать, что с периода правления Менгу Тимура Золотая Орда, она же Улус-Джучи, это государство получило уже официальную независимость. Более того, Менгу Тимур продолжал ту политику, которую заложил Берке. В частности, он устанавливал тесные дипломатические отношения с окружающим миром, прежде всего, конечно, с мусульманским миром. Были подписаны целый ряд договоров с Египтом. Однако, после смерти Менгу Тимура, а произошло это в 1282 году, в Орде началась смута, связанная с небольшим династическим кризисом. Смута заканчивается в самом конце XIII века, а именно в 1291 году, и к власти приходит одна очень интересная личность, это Тактай. Он был сыном Менгу Тимура, в последние годы которого удалось восстановить единую власть в Орде, и более того, Тактай, в общем-то, покончил с теми сепаратистскими устремлениями некоторых ордынских князей, эмиров, которые наблюдались в это время. Например, это с сепаратистскими настроениями князя Нагая. В 1312 году Тактай умирает, вновь начинается борьба за власть, и аристократия в Золотой Орде поддерживает несколько кандидатур. Но происходит вот что интересное. С момента принятия Берке ислама в крупных городах Золотой Орды уже к этому времени сформировалась достаточно серьезная и влиятельная мусульманская аристократия. В кочевой же части традиционно исповедовали язычество. И как раз борьба развернулась между представителями этих двух партий. К власти приходит хан Узбек, которого как раз и поддерживала мусульманская аристократия, прежде всего городская аристократия. Хан Узбек правил достаточно долго. Более того, он правил в истории Золотой Орды дольше всех, а именно с 1312 по 1342 год. В историю этого государства он вошел как один из самых знаменитых правителей Золотоордынского государства, как один из самых великих правителей. В период правления Узбека Золотая Орда достигает пика своего развития в экономической области, в политической области, в военной области. Кроме того, хан Узбек известен и тем, что именно с его именем мы связываем массовое градостроительство в Золотой Орде. Большинство золотоордынских городов Нижнего Поволжья, Среднего Поволжья, прежде всего, Крыма, строительство этих городов, конечно же, связано с именем хана Узбека. Хан Узбек первым правителем в Золотой Орде провозгласил ислам в качестве государственной религии. Это сыграло весьма положительную роль. В тот период исламский мир переживал эпоху бурного своего рассвета. В этот период в крупнейших городах Золотой Орды широкое развитие получает система просвещения.
представленная начальным образованием, это мектебами, и учебными конфессиональными заведениями высшего типа, это медресе. Хан Узбек правил до, повторюсь, 1342 года. В 1342 году к власти приходит его сын Джанибек. Период его правления продолжался до 1357 года. Джанибек продолжал политику отца по укреплению государства, развитию просвещения, строительству городов. И отмечу, что при Джанибеке были расширены несколько территориальных границ Золотой Орды. В частности, был присоединен Азербайджан. Вот интересно, что в древнерусских летописях, если хан Узбек, как правило, фигурирует как суровый царь, то хан Джанибек, как правило, фигурирует как добрый царь. То есть вот отношение подданных к Джанибеку, оно было достаточно очень позитивным как собственного населения, так и подвластных народов. Это, повторюсь, связано с его той политикой, государственной политикой, поддержкой просвещения, поддержкой городского строительства, которое создало ему имидж достаточно просвещенного и сильного монарха. В 1357 году Джанибек умирает, к власти приходит уже его сын, его звали Бердибек. Правил он недолго, тех принципов, которые придерживался его отец и его дед, очевидно, что Бердибек минимизировал. Все это закончилось недовольством определенной части аристократии, и в результате государственного переворота Бердибек был убит. И вот со смертью Бердибека в 1359 году прерывается династия дома Батыя. Начинается смута в Орде. В борьбу за власть подключаются другие джучиды, потомки других сыновей джучи. Смута была очень долгой. В древнерусских летописях она фигурирует как Великая Замятня в Орде, и продолжалась она до 1380 года. Вот насколько смута была длительной и драматичной, говорит тот факт, что за этот период, то есть за 21 год, на троне златоордынском поменялось до 25 правителей, некоторые из которых не успевали править даже и несколько месяцев. Ну а сейчас поговорим о территории государства, об этническом составе этого государственного образования, общественный строй, хозяйственная деятельность и ряд других вопросов. Итак, Золотая Орда занимала огромную территорию Евразии. На севере граница начиналась от булгарских казанских пределов, доходила на востоке до Иртыша, далее охватывала территорию северной части Средней Азии с ее Хорезмом, южная граница проходила по Дербентскому ущелью на Кавказе, западная граница упиралась до нижнего течения Дуная. Время от времени границы, конечно, менялись, но вот эта огромная территория, по сути, в тот период первое многонациональное, многоконфессиональное государственное образование, которого до образования Золотой Орды в Евразии таких масштабов не было. Государство было огромное, вполне естественно, что и уклад жизни народов, который там проживал, тоже сильно отличался, имел свои особенности. Но здесь важно сказать другое, что вот условно государство делилось на две большие части. Вот западная часть, то есть к западу от Волги, начиная частично нижнее течение реки Яик, это современная река Урал, эта территория называлась Белая Орда. Она так и зафиксирована и в татарских источниках, в частности и в эпосе Едыгей, Ок-Урда, это Белая Орда. Восточная часть – это в большей степени территория современного Казахстана, а также Средней Азии с Хорезмом. Она называлась Кук-Урда, то есть Синяя Орда. Деление было, на первый взгляд, чисто условное, но оно показывает все-таки особенности развития этих больших регионов. Дело в том, что Белая Орда уже в начале XIV века это был яркий симбиоз кочевой и городской культуры.
именно в Белой Орде, то есть в западной части этого государства, в основном были построены большинство городов. Здесь процветала городская культура. Синяя Орда, она же Кук-Урда, эта территория была центром кочевой культуры. Городов было здесь не так много, за исключением Хорезма. И именно Белая Орда, она, кроме этого, являлась центром и политической жизни Золотой Орды. В основном на этой территории постепенно и формировались этнотерриториальные группы современного татарского народа, современной татарской нации. То есть это территория Крыма, это крымские татары, это Нижнее Поволжье, впоследствии астраханские татары, это Северный Улус, казанские татары, Западная Сибирь, это сибирские татары. А вот восточная часть – это кочевые народы, предки, преимущественно, современных казахов прежде всего, некоторых других народов. Теперь об этнической основе в целом государства. Мы с вами сегодня во многом уже эту тему затронули, и подытоживая, я все-таки хотел бы акцентировать ваше внимание на следующем. Золотая Орда, конечно же, это было государство многонациональным и многоконфессиональным, но при этом государственной религией все-таки это был ислам, при сохранении толерантного отношения к представителям других конфессий. И этническую основу населения составили тюркоязычные племена Восточной Европы и Западной Азии. Это, прежде всего, кыпчаки-половцы. Это им родственные, как мы с вами выяснили, тюрко-татары, которые появились на территории Восточной Европы еще в домонгольский период, но в большей степени в период монгольских завоеваний. Это остатки хазар, о которых мы с вами говорили еще на первых лекциях. Конечно же, это волжские булгары в северной зоне и целый ряд других тюркоязычных племен. Вот если посмотреть официальные документы, собственно, златоордынские, то в первое время официальным языком был, конечно же, монгольский язык. Но при этом я добавляю при широком использовании арабского языка. В тот период арабский язык являлся одним из языков международного общения, да, дипломатическим языком. Поэтому арабский язык тоже широко использовался в официальной переписке. Начиная с конца XIII века, и особенно с начала XIV, весь XIV и XV век, монгольский язык практически из официальной даже переписки исчезает. Я уже не говорю о том, что основная часть населения, само население, говорило на кыпчакско-татарском языке. И вот начиная с начала XIV века кыпчакско-татарский язык становится и языком официальной переписки, языком официальных златоордынских документов. К концу XIV века, к началу XV века слово «кыпчакский» постепенно уже выпадает. И по источникам мы знаем, что начиная с конца XIV, начала XV века он уже был татарским языком. Я хочу на это особо обратить внимание. Этот язык представлен Кодексом Куманикусом. Этот язык представлен шедеврами средневековой татарской златоордынской литературы, произведениями Аль-Хорезми, произведениями Саифа Сараи, Хотби. Это не узбекский язык, это не уйгурский язык, и даже не самый близкий к татарскому башкирский язык. Это, без сомнения, кыпчакско-татарский язык. И не случайно уже в этот период, вот на это я обращаю особое внимание, историография, источники постоянно уже начинают писать татарский мир, татарский царь, татарская земля. Это уже сплошь и рядом мы наблюдаем в древнерусских летописях. Это мы наблюдаем в западных летописях. Если, например, еще конец XIII века, Кумания, то уже XIV век – это Татария. Татария, земля татар. В середине XIV века сформировался, это очень важно, единый
тюрко-татарский средневековый язык, на котором велась официальная переписка, на котором составлялись ханские ярлыки. Это был язык классической, средневековой, златоордынской татарской литературы. Это был разговорный язык основного населения Золотой Орды, если быть точнее, его западной части, то есть Белой Орды. То есть именно на территории Улуса Джучи, именно на территории Золотой Орды, Белой Орды, в период Средневековья, развитого Средневековья, и сформировалась средневековая татарская народность и все его этнотерриториальные группы. Вот когда мы говорим о том, что западные современники, восточные современники Золотую Орду все больше и больше воспринимали как татарское государство, хочу привести, на мой взгляд, самые показательные слова известного арабского историка и путешественника, а это первая половина 15 века, звали его Ибн Араб-Шах. Писал он следующее. Эта область, то есть Золотая Орда, исключительно татарская, переполненная со всех сторон и огражденная, и во всех частях возделанная, обширная по объему, здоровая водой и воздухом. Люди ее, мужи, в полном смысле, воины ее, превосходные стрелки. И вот дальше обратите внимание, по языку это самые красноречивые тюрки, по красоте самые совершенные. Вот как раз первая половина 15 века – это период, когда уже соседи называли Золотую Орду татарским миром, татарской землей, татарскими царями и в целом воспринимали и использовали этноним татары. Общественный строй. Золотая Орда являлась типичным феодальным государством развитого Средневековья. Во главе государства находился хан из династии Джучи. По этой причине правители называли джучидами. Если брать шире территории бывшей Монгольской империи и тех династий, которые возникли на территории бывшей Монгольской империи, их называли чингизидами. Но власть его не была абсолютной. Большую роль в государстве играл диван. Слово это персидское. Диван это был государственный орган управления, который состоял, во-первых, из представителей правящей династии мужского пола. Как правило, это были сыновья хана, ближайшие родственники хана. Кроме того, в состав этого дивана входила и высшая аристократия. Это прежде всего военная аристократия, высшее духовенство. Вот постепенно из аристократии, дорогие слушатели, в Золотой Орде сложилось 4 ведущих княжеских рода, которые существенно влияли на внутреннюю и внешнюю политику государства. Я их назову. Это Ширин, Барын, Аргын и Кыпчак. И что самое интересное, вот эти 4 княжеских рода, они нашли свое логическое продолжение в тех государственных образованиях, которые возникли после распада Золотой Орды. И в Крыму, и в Казани, и в Астрахани. В историю они вошли под названием Карачеби. Карачеби – это и есть те самые влиятельные роды, которые принимали участие в жизни государства, как во внутренней, так и внешней. Теперь о самих ханах. Я уже как-то сказал, что Бердибек являлся последним представителем дома Бату. А кто же правил? Из других представителей, других домов от Джучи. У Джучи было достаточно много детей, но право наследования имели только 4 сына и их потомки. Вот как раз наследники этих 4 сыновей в разное время, особенно в период смуты,
и принимали участие в управлении Золотой Ордой. Я бы хотел обратить внимание на потомков четвертого сына Джучи, которого звали Тукай-Тимур. Вот как раз из этой династии, а если быть точнее, из дома Тукай-Тимура, вышло наиболее два известных и влиятельных политика. Один из них – легендарный хан Тохтамыш, другой – это Улуг Мухаммед. Улуг Мухаммед – основатель династии уже казанских ханов. Далее. При хане также были и гражданские должности. Например, одна из них – это должность визиря. По сути, это глава правительства. Это глава гражданского правительства. Наряду с этим был целая палитра военных должностей, которые существенно влияли на внутреннюю жизнь государства, внешнюю жизнь, ну и, соответственно, занимали ключевые позиции в государстве. Вот среди них я хотел бы назвать битыкчи. Битыкчи, кстати, это должность, которая известна нам и по кодексу Куманикусу. То есть эта должность была, очевидно, уже еще до прихода монголов, была и в кыпчакском обществе. По сути, это был государственный секретарь. Очень высокая должность, которая принимала участие в решении многих вопросов внутреннего развития государства. Военная власть была представлена Беклери-беком. Беклери-бек, по сути, это командующий Златоордынской армией. Вот в истории Златоордынского государства можно назвать несколько знаменитых военных деятелей, которые были в должности Беклери-бека. Ну, например, князь Нагай. Легендарный Идыгей тоже был Беклери-беком. То есть эта должность была достаточно высокая. И вот как раз я эти примеры не зря привел. Нагай и особенно Идыгей в разное время, не являясь джучидами, не являясь чингизидами, тем не менее, фактически какое-то время управляли государством. То есть это были и должности очень достаточно такие вот весомые, ключевые должности. Но и при условии, когда эту должность занимал какой-то известный военный деятель, харизматичная личность, то, конечно, статус этой должности резко повышался. Большую роль играли также бакаулы. Это распределитель войск в Златоордынском войске, отвечал за войсковое содержание по древнерусским источникам, по ханским ярлыкам. Мы называем также баскаков, баскаки и дарухачи. Баскаки и дарухачи – это были чиновники, официальные представители центральной власти, которые отвечали за сбор налогов. Как правило, баскаки – это у подвластных народов, дарухачи – это гражданская должность, как правило, занималась сбором налогов в собственном государстве. Это, например, ильче, посланники, которые также фигурируют в ярлыках. Это тамгачи, то есть таможенник. Вот русское слово таможенник как раз возникло от слова тамга. В государственной системе Золотой Орды они выполняли те же самые функции. Караул или караулче – это дозор, военный дозор. Ну, ямщик слово все знают, да? Ямская служба также возникла в Золотой Орде. Они так и назывались ямы. Ямче – это ямщик. Духовенство было представлено главой духовенства, это муфтием. Повторюсь, что в городах Золотой Орды существовали и центры иных конфессий, например, Сарайская епархия, которую возглавлял уже представитель православного духовенства. Интересно по судопроизводству. Вообще там было два вида судопроизводства. Было мусульманское судопроизводство, которое основывалось на законах шариата. Это судопроизводство возглавлялось кадием, но было и гражданское судопроизводство, которое основывалось на Великой Ясе Чингисхана. Великая Яса Чингисхана – это свод законов Монгольской империи, и абсолютно все гражданское судопроизводство основывалось именно на этом документе. И было представлено, возглавлялось
судьей, который назывался Яргучи. Организация золотоордынского войска опиралась на те принципы, которые были сформулированы еще в свое время и организованы Чингисханом. Это тоже деление армии на правое, левое крыло, на тьму, тысячу, десятки. Во главе этих военных подразделений находились, как правило, угланы. Углан – это сын хана, как правило, крупный военачальник. Это темники, тысячники. Ну и повторюсь, что армия в целом, конечно, главнокомандующий возглавлял армию сам хан, но здесь ключевую роль играл Беклеребек. Войско в основном, надо признать, было ополченским, хотя существовали и регулярные части. Вот в свое время Вернадский, напомню, это один из выдающихся представителей русской исторической мысли, когда писал о взаимном влиянии ордынском, русском, оставил очень интересную запись. Послушайте, пожалуйста. Основа золотоордынской системы управления не изменялась, так как русские князья считали ее удобной и эффективной. Так, на основе монгольских принципов была создана в конце XIV – начале XVI века великокняжеская система налогообложения и организация армии. Вот эта фраза показывает, насколько та система государственного управления, налогообложения, организации войска была достаточно эффективной, и соседи ее практически без изменений использовали уже в дальнейшей государственной деятельности более последующих периодов. Я уже сегодня упомянул, что в период правления Узбека и Джанибека Золотая Орда переживала эпоху бурного расцвета и особенно градостроительства. Вот хотел бы на эту тему поговорить. Мы выделяем несколько этапов градостроительства. Первый этап градостроительства – это 40-е годы XIII века. Это период восстановления и использования старых городов, разрушенных во время нашествия. Я могу привести несколько примеров. О Булгаре мы с вами уже говорили, да? То есть Булгар был очень быстро восстановлен. Причина была в том, что это первая столица государства. Вот так же быстро были восстановлены еще два города. Это Салхат в Крыму и Ургенч в Хорезме, в Средней Азии. Почему? А по той простой причине, что и Булгар, и Салхат, и Ургенч до монгольский период были крупными центрами международной торговли. Ордынские правители прекрасно понимали, что международная торговля – это главный источник доходов. Нахождение Золотой Орды на Великом Шелковом пути, успешное функционирование Северного потока, вот этого Великого Шелкового пути, было невозможно без восстановления крупных центров международной торговли. Вот по этой причине эти города были очень быстро восстановлены. Второй период – это вторая половина 50-х годов XIII века. Это начало, собственно, золотоордынского градостроительства в Среднем и Нижнем Поволжье. Именно в этот период началось строительство первой столицы, это город Сарай-Бату. Напоминаю, это 50-е годы XIII века. Следующий этап – это 50-е, середина 50-х и середина 60-х годов XIII века. Это заметное оживление темпов градостроительства, также в Среднем и в Нижнем Поволжье, в период правления хана Берке. Яркий тому пример – это строительство уже второй столицы, которая в историю вошло под названием Сарай-Берке. Четвертый этап – это расцвет золотоордынского градостроительства в период правления ханов Узбека и Джанибека. Это первая половина XIV века. Именно в этот период золотоордынское градостроительство переживает эпоху бурного своего расцвета. Абсолютное большинство золотоордынских городов было построено именно в первой половине XIV века, в период ханов Узбека и Джанибека.
Мы с вами говорили, что после смерти Бердибека начинается смута. Это, конечно же, отразилось на экономическом развитии, это, конечно же, отразилось и на градостроительстве. Поэтому выделяем следующий период. Это 60-е, 70-е годы XIV века и вплоть до конца 90-х годов. Это существенное замедление темпов градостроительства в период смуты. И, наконец, последний, 6-й период. Это разрушение большинства золотоордынских городов в конце XIV века в результате опустошительных походов Аксак-Тимура, то есть Тамерлана. 1395-1397 годы. Большинство городов было разрушено. Кроме этих этапов, я хотел бы обратить ваше внимание, что были центры, наиболее крупные центры градостроительства. Помните, я вам говорил, да, что вот восточная часть Синяя Орда, это был центр все-таки кочевой культуры. Городов там было немного. Абсолютное большинство городов располагалось в западной части. И причем мы выделяем даже центры такого градостроительства. Ну, конечно, это Нижнее Поволжье. Нижнее Поволжье, здесь находились обе столицы, города-гиганты Сарай-Бату и Сарай-Берке. Это город Хаджи-Тархан, современная Астрахань. Это город с очень красивым поэтическим названием Гулистан, например. Это все это Нижнее Поволжье. Крупный центр – это, конечно же, территория бывшей Волжской Булгарии. Это северная зона, северный Улус. Здесь, кроме города Булгара, который, подчеркну, переживал эпоху бурного расцвета, также в XIV веке, это город Беляр, это город Казань, город Иски-Казань, и многие-многие, некоторые другие города. Ну вот город Жукетау, например, по древнерусским летописям Жукатин. Это второй крупный центр градостроительства. Третий крупный центр градостроительства – это, конечно же, Крым. Крым еще до монгольский период был центром крупных многих цивилизаций с античного периода. Да? И в период Золотой Орды он переживает новый виток своего развития. Здесь возникает большое количество новых городов. Вот некоторые из них я вам назову. Например, город Каракер. Это в настоящее время известное городище, называется Чуфут-Кале, который начал еще функционировать еще в домонгольский период, хазарский период. Но это был один из крупных городов также и в период Золотой Орды. Это, конечно, город Акмечеть. Это, например, один из крупнейших городов Крыма, Золотой Орды. Это город Гезлев, но это в русской транскрипции. По-татарски он назывался Кизляу. Кизляу в переводе с литературного татарского переводится как родник. Русский вариант Гезлев. Это третий очень крупный центр. Не все знают, что крупным центром золотоордынского градостроительства это была территория современной Украины. Вот Днепровско-Днестровское междуречье, там существовали известные города. Один из них, например, город Оккермянь, по источникам Оккермень. Это современный город Белгород-Днестровский, например. Там же находился известный город по источникам, назывался он Шахар-аль-Джадид, тоже на территории вот между Днепром и Днестром. Достаточно крупным центром градостроительства был, конечно же, Хорезм. Хорезм – это северная часть Средней Азии. Это тоже была территория Золотой Орды, но и центр Хорезма – это крупный город Ургенч. По-татарски назывался Урганич, между прочим. Это вариант русского названия. Теперь Западная Сибирь. В Западной Сибири было несколько городов, не так много, как, скажем, в Нижнем Поволжье или, скажем, вот в Среднем Поволжье. Но прежде всего я назвал бы город Искер, это будущая столица Сибирского ханства, ну и город Тюмень. Каковым он сегодня так и называется. В целом, в Золотой Орде было крупных и средних 150 городов. Из них 32 города, вот это очень важно, являлись центрами чеканки джучитских монет. Большинство городов, особенно Нижнего Поволжья, были разрушены в период походов Аксак-Тимура 1395-1397 годов. Хотел бы чуть-чуть поподробнее
остановиться на обеих столицах, буквально, чтобы у вас сложилось общее впечатление. В советское время были же стереотипы, да? Одним из таких являлся стереотип, что в Золотой Орде городов не было. И когда я впервые поехал в археологическую экспедицию, это было очень давно, соответственно, наверное, какие-то такие стереотипы были у меня. Копали мы город Сарай-Бату. Я, конечно, просто удивился, насколько богатая материальная культура была создана населением этого города. И Сарай, и Бату, и Сарай-Берке – это поистине были города-гиганты, крупнейшие города Евразии. Но и говоря о краткой истории этих городов, я должен вкратце сказать следующее. Итак, город Сарай-Бату, по нумизматическим данным, этот город назывался Сарай-Аль-Махрус, что в переводе с арабского означает «дворец Бога хранимый», находился на Ахтубе, в Нижнем Поволжье, на территории современной Астраханской области. Город был заложен в 50-е годы ханом Батыем, выполнял функции столицы государства до примерно 30-х годов XIV века. Один из крупнейших городов не только Восточной Европы, а один из крупнейших городов Евразии. Например, численность населения этого города в период его расцвета, это первая половина XIV века, доходила до 100 тысяч человек. Был сильно разрушен в 1395 году Аксак-Тимуром, он же Тамерлан, и прекратил свое существование после окончательного распада Золотой Орды в середине XV века. Сарай-Берке, по нумизматическим данным, Сарай-Аль-Джадид, что в переводе означает «новый дворец», это вторая столица государства. Функции столицы она стала выполнять уже в период правления хана Узбека, который и перенес столицу из Сарай-Бату в Сарай-Берке. Тоже был одним из крупнейших городов не только Золотоордынского государства, а в целом Евразии, численность населения которого в период расцвета в первой половине XIV века достигала до 70 тысяч человек. Города находились сравнительно недалеко друг от друга, тоже на Ахтубе, чуть севернее. Останки этого памятника находятся на территории современной Волгоградской области. Город полностью был разрушен Тамерланом в 1395 году и больше не восстанавливался. Вот сообщение арабского путешественника Ибн Батуты. Ибн Батуту в свое время Карл Маркс назвал самым великим путешественником в истории человечества. Жил он в XIV веке. Он посещал Сарай-Берке. Вот что он пишет. Город Сарай – один из красивейших городов, достигший чрезвычайной величины, на ровной земле, переполненной людьми, с красивыми базарами и широкими улицами. Уже упомянутый мною Ибн Арабшах писал следующее. Сарай, речь идет о Сарае-Бату, сделался средоточием науки и рудником благодетелей. И в короткое время в нем набралась такая добрая и здоровая доля ученых и знаменитостей, словесников и искусников, до великих людей заслуженных, какой подобное не набиралось ни во многолюдных частях Египта, ни в деревнях его. Но, к сожалению, придется нам сегодня лекцию, наверное, завершать. О яркой культуре Золотой Орды, о распадах Золотой Орды, о том, как жил Северный Улус, то есть территория современного Татарстана в период Золотой Орды, мы уже с вами поговорим на следующей неделе. А сейчас я отвечу на ваши вопросы. Вот к концу XIV века кипчакский язык отпал, и основным языком стал татарский. Если я правильно поняла. Значит, я немножко не так объяснил. Ну, может, я не так поняла. Да. Я сейчас постараюсь объяснить. То есть, изначально надо исходить из того, что язык
вот этот средневековый златоордынский татарский язык, который тюрки-татарским называем, да, он формировался на основе в основном двух языков. Это кыпчакский и вот этот татарский, потому что они были родственные языки. Когда я говорил о том, что выпал термин кыпчакский, это только в названии. Вот четко это прослеживается по источникам. Если, например, еще конец XIII века, начало XIV века, часто, особенно в восточных источниках, встречается Дашты Кыпчак, Кыпчак, то уже конец XIV века и особенно XV век повсеместно идут татары, татарская земля, татарские цари и так далее, и так далее. Тем самым я просто хотел сказать, что этнос, который сформировался, вот этот средневековый, на основе кыпчакского языка, на основе кыпчаков, вот этих средневековых татар, плюс, подчеркну, это булгары, плюс хазары, да, некоторые другие племена. Постепенно он уже к концу XIV и особенно в XV веке, он уже соседями воспринимался как татарский этнос и назывался татарский. То есть термин, не язык выпал, язык-то как раз сохранился кыпчакский в основе. Термин кыпчаки постепенно выпал. Но в то же время позиция татар укрепилась вот к концу XIV века, я правильно поняла? Ну, по моему глубокому убеждению, именно в конце XIV века, в XV веке средневековая народность под названием татары как раз и сложилась. Вот хотелось бы понять, поглубже узнать, что привело к тому, что позиция татар укрепилась, и наши предки приобрели такую силу в государстве. Знаете, в свое время в университете был блестящий ученый Миркасым Усманов. Вот он в свое время сказал, что очень часто народам имена дают соседи. Вот исходя из этой логики, да, мы констатируем, что уже в XIV веке соседи, население Золотой Орды, как правило, называло татарами. И я уверен, что это название было и в качестве самоназвания. Хотя параллельно, конечно, использовались и другие этнонимы. Например, мусульмане, допустим, как на Руси, да, русские, там, христиане. То же самое было здесь. В русских летописях того времени слово «иго» вообще не встречается. Вот оно вообще появилось в первой половине 15 века, по-моему, польских историков. Правильно? У нас сейчас доморощенные есть историки такие, которые вообще говорят, что Орда и Русь – это одно и то же. То есть с их легкой руки Батый становится Ярославом Мудрым, Тохтамыш, соответственно, Ну, то есть Фоменко начитались, да? Дмитрия Донского, да. И Да, то есть да, да. Сарай-Батой это Великий Новгород. Что это такое? Ну, вы... Это вообще Да. имеет вообще... У вас сразу два вопроса, я постепенно на них отвечу, да? Ну, по поводу иго. На самом деле, вы обратили внимание, в ходе своей лекции этот термин вообще не использовал, Нет. потому что это не научный термин, он носит в себе эмоциональную большую составляющую. Да, на самом деле он зародился в польской историографии и затем постепенно проникает достаточно прочно уже и в русскую историографию, хотя среди ведущих русских историков я бы не сказал, что вот этот термин, он активно как бы позиционировался как ключевым в взаимоотношениях, да, между Северо-Восточной Русью, например, между Золотой Ордой. А представители евразийства так вообще от этого термина отказались. Вот, например, вернадский представитель евразийства, крупный ученый, многие другие. Я в таких случаях использую термин все-таки научный. Это то, что с образованием Золотой Орды Северо-Восточная Русь, некоторые другие, Северо-Западная Русь попали под политическое, экономическое и военное влияние Золотой Орды. Вот примерно так. Термин «иго» — это, конечно, непонятный термин, он такой чисто эмоциональный. Я думаю, что он просто не научный. Теперь по поводу тех новых книг, о которых вы говорите, да? Ну, есть наука, понимаете, да? Историческая уже наука. наука. Ну, а есть околонаучные какие-то измышления. Тем более эти сочинения пишутся непрофессиональными историками. Ну, наверное, как-то на ночь иногда вместо сказок их можно почитать, чтобы настроение почитать. О, интересно, что пишут. Вот так, вот так. Ну, естественно, к науке они никакого отношения не имеют. Да, спасибо. Вот в начале лекции, да, ближе к началу, вы сказали, сформировалась мусульманская аристократия
аристократия, ведь правильно поняла? Это говорит о том, что ислам в первую очередь приняли высшие слои общества? При этом я подчеркнул, что была и кочевая аристократия. Да? Еще раз поясню. Значит, хан Берке, он принимает ислам. Ну, конечно, он способствовал распространению ислама, но он не объявлял ее государственной религией, то есть обязательной для всех. Поэтому до конца своей жизни, естественно, он следовал этим принципам, и ислам не являлся государственной религией. Но к моменту прихода к власти узбека в крупных городах, вот о которых я вам рассказывал, там сложилась очень мощная прослойка мусульманского населения. Очень мощная. Оно и сложилось не только в результате, скажем, той политики, которую проводил Берке. Она в большей степени сложилась в результате той политики, которая проводилась в рамках международного товарообмена. Великий шелковый путь, огромное количество купцов из мусульманских стран и значительная часть аристократии являлись мусульманами. А вот в кочевой части, где традиционно вели кочевой образ жизни, там традиционно исповедовали язычество. И там сложилась своя аристократия, тоже родовитая аристократия. И как раз вот эти две партии, они поддерживали свои кандидатуры. Узбека поддерживала мусульманская партия. И придя к власти, вполне естественно, он принимает сам ислам и объявляет ислам государственной религией. Но хотя при этом сохраняются все права за представителями иных конфессий. Большое вам спасибо за вопросы. Надеюсь, я смог ответить на эти вопросы. До встречи на следующей неделе. До свидания.